Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Сегодня у нас спецвыпуск, и он будет посвящен разбору одного из томов серии «Башкирские рода», который несколько лет тому назад выпустил башкирский тележурналист и фольк-историк Салават Хамидуллин. Итак, с 2014 года группа исследователей во главе с журналистом и директором автономной некоммерческой организации ШЖР Салаватом Хамидуллиным начала публикацию цикла книг «История башкирских родов». На сегодня вышло больше 40 томов, и это просто необъятное количество книг. Каждый по 500-600 и более страниц. Каждый том вышел по 5000 экземпляров. И все это дело оплатил бывший президент Башкортостана Муртаза Рахимов через фонд «Урал». Говорят, такое пиршество горе-графоманов и писак Рахиму обошлось в более чем 100 миллионов рублей. Но мы сегодня хотим оценить качество исторической информации данных томов на примере тома, посвященного роду Ельдяк. И немного коснемся книги, где описывается род Елан. Этот разбор книги неугомонных башкирских историков-графоманов мы делаем по двум причинам. Во-первых, мы хотим сохранить драгоценное время татар Башкортостана и других татар, которые знают или наслышаны об этом цикле книг Хамидуллина. Но у этих татар нет времени и сил, терпения, чтобы прочесть хотя бы одну эту толстенную книгу. Но в то же время эти татары хотят определиться, как именно относиться к этим книгам. Вторая причина, почему мы разберем одну из книг, это откровенная ложь, вопиющие манипуляции и фальсификации фактами, данными, историческими событиями и историческими документами, которые мы обнаружили в этой книге. Текст книги про род Ельдяк просто испещрен ложью. Мы практически не обнаружили хотя бы одну страницу, которая не вызывала бы у нас вопросы, сомнения, скепсис или не содержала бы глупости и вранье. Отмечу, эта книга в Башкортостане преподносится как какое-то передовое достижение гуманитарной науки, а по факту используется как этакий идеологический паспорт башкиризатора по деревням, селениям, землям и районам Башкортостана, где на сегодня по большей части живут татары. Конкретно книга о роде Ельдяк касается татар, проживающих в Бураевском, Дюртюлинском, Илишевском, Караидельском, Нуримановском и Чекмагушевском районах. И здесь я отвечу на ваш вопрос, почему я выбрал для разбора именно том о роде Ельдяк. Помните, несколько недель тому назад татарские сети взорвало видео, на котором жаки из Чекмагушевского района Ильмир Миникеев на очень красивом татарском языке дал интервью башкирскому телевидению. Он отказался перейти на русский язык и продолжил говорить на татарском языке, и это простой парень из Чекмагуша. Ильмир Миникеев, победитель скачки на Кубок администрации Чекмагушевского района. Ильмир, поздравляю, как все прошло, расскажите. Рахмат. Отны белмәгәнем, булай шавыр дип, булай әйбәт чапты кысымасын. Нәрсә әйтәм, рахматын зур дип, шу. И если можно, на русском тоже. На русском o kadar түгел дә инде. Ничек татарча күчерсен беренче, мен сөйләйм русский. А башкирские этномиссионеры, в том числе и жители Чекмагушевского района, упорно относят к башкирскому роду Ельдяк. И вот тут стало как-то обидно. Ильмир Миникеев заслуживает узнать, услышать историческую правду о своем происхождении. Итак, исторический источник в виде ШЖР рода Ельдяк был описан в Южноуральском археографическом сборнике, опубликованном в 1976 году в Уфе. В этом сборнике есть статья, посвященная описанию археографической экспедиции башкирского филиала Академии наук СССР в 1973 году в деревне северо-запада Башкортостана. Там рассказывается, что в Дюртюлинском районе была обнаружена родословная рода Ельдяк. Вот как описываются родоначальники рода в родословной ШЖР. Тарагайби, сын Буркатбия, прадеда рода Шамшады и зачинателя аула, прибыл из Крыма. Так что уже на этом моменте можно остановиться и не открывать лжеисторическое произведение Хамидуллина. Почему? Да потому что род Ельдяк никак не может быть башкирским родом.
крымским, крымско-татарским еще может быть. Но вот слово «башкир» вообще нигде не встречается в шежере ельдяковцев. Но горе-писаки настаивают, что ельдяк – это башкирский род. Из среды кыпчакского подразделения Южного Башкортостана на рубеже 15-16 веков выделилась некая группа общинников во главе со своим предводителем Ельдяком. Еще раз повторяем, род Ельдяк географически происходит из Крыма, а не Южного Башкортостана. Продолжим наш разбор. На странице 10 книжки Хамидуллина есть следующий интересный пассаж. Башкиры считали, что их вотчинное право на землю, которым не владел, кроме них, ни один народ в московском государстве и Российской империи, имеет своим источником установление Чингисхана и его потомков. Ну, вопрос о том, что башкирские историки возводят вотчинное право башкир аж до самого Чингисхана, тот еще упоротый их исторический миф. Мы как-нибудь в будущих наших передачах раскроем эту тему. Но конкретно в этой цитате наше внимание привлекло то, что башкиры якобы в российском государстве были уникальным народом. Уникальность их заключалась в вотчинном праве. На самом деле народы Поволжья, в том числе и татары, также обладали вотчинным правом. Тут мы прибегнем к башкирскому авторитетному историку Анвару Асфендиярову. У него есть труд, признанный среди историков народов Волга-Уралья. Его труд называется «История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий». И там он рассказывает, что другие народы тоже владели вотчинным правом. К 1841 году жалованные земли имели 1806 мишарей из 6 деревень Бирского уезда, 1652 мишаря из 3 деревень Уфимского уезда. Они являлись вотчинниками, то есть владельцами земель. Мишари-вотчинники по Оренбургской губернии составляли лишь 4,8% от всех 72 666 мишарей. Жалованные грамоты получены ими в 1667-1699 годах. Обратим внимание, что историк Анвар Закирович тут нам сообщает, что как минимум с 1667 года уже нельзя говорить, что башкиры были единственным народом в российском государстве с исключительными земельными правами. Мишариты свои грамоты на землю в 1667 году начали получать. Идем дальше. В книге нам рассказывают, что башкиры настолько были круты, что грамоты на вотчинные земли они получили прям с рук Ивана Грозного. Ну, знаете ли, в Башкортостане любят подчеркивать, что добровольно вошли в состав русского государства, в отличие, скажем, от Казанского ханства, которое пришлось завоевывать. После вхождения Башкирии в состав русского государства они, то есть башкиры, получили подтвердительные царские грамоты на свои вотчинные земли. И есть в Башкирии такой историк, которого зовут Булат Ахмерович Азнабаев. Сейчас он, конечно, очень хорошо прикормлен этномиссионерами и находится в их команде, в их банде. Вместе с ними он генерирует псевдоисторический контент и занимается откровенной пропагандой, а не наукой. Так вот, раньше он был более-менее нормальным и честным историком, ученым с совестью. В 2015 году Азнабаев вместе с ученым Ильнуром Ильдусовичем Буляковым составил сборник статей «Башкирское общество конца XVI-XVII веков» по документам Уфимской приказной избы. В этом сборнике Азнабаев откровенно признался, что жалованных грамот, выданных Иваном Грозным башкирам, толком не удалось обнаружить. Можно ли утверждать, что вообще никаких документов эпохи царствования Ивана Васильевича, то есть Грозного, касающихся башкирского землевладения, не сохранилось до наших времен? На сегодняшний день обнаружено 4 копии, датированные концом 17-го, первой трети 18 веков, с грамот 70-х, начала 80-х годов 16 века, имеющие прямое отношение к башкирскому землевладению. Чуть ниже в этом же сборнике, в этой же статье, авторы сборника признаются, что даже из этих 4 единственных письменных источников по башкирскому землевладению к категории «жалованная грамота» можно отнести лишь один документ. Это грамота башкиру Уранской волости Авдуа Кусанбаеву. Еще раз, всего лишь один письменный исторический источник. А сколько пафоса! И ведь про этот миф о вотчинном землевладении якобы абсолютно у всех башкирских родов и кланов со времен Ивана Грозного
исписано камазы книг и статей. Дальше читаем книгу про род Ельдяк. Итак, перед командой Хамидуллина стоит пропагандистская задача, а именно доказать, что за понятием башкир исторически стоит только наименование этноса и больше ничего. Нельзя допустить и мысли, что башкир – это еще и название сословия. А значит, надо отрицать, что некоторые люди 200-300 лет тому назад могли как входить, так и выходить в сословие башкир. Не только переходу в башкирское звание, что было невозможно, но и просто переселению поволжских народностей в Башкирию и превращению их в припущенников противодействовало само русское государство, поскольку оно навсегда теряло податное население. Итак, хамидуллинцы нам указывают, что аж само российское государство было против того, чтобы какие-то народы становились башкирами, то есть входили в башкирское звание. А что там по историческим источникам? В Башкирском архиве в отделе дореволюционных фондов есть, например, исторический документ времен Оренбургского военного губернатора за период 1829-1832 года. Там следующая запись. Стерлитамакского уезда деревни Юламаковой Тептяря Муталапова об обращении его в числе 14 душ в башкирское звание. Как видите, в башкирское звание тептяри спокойно переходили. А выходили ли из башкир? Да, представьте себе, выходили. В том же самом фонде Башкирского архива, в тех же документах оренбургского губернатора мы нашли следующую запись. Дело по прошению Бузулукского уезда служилого татарина Абдуля Мядлева о перечислении сына его Мухаммеда из 9-го башкирского кантона в служилые татары. То есть, чей-то заботливый папа попросил, чтобы его сына перевели из башкир в служилые татары. А как вы понимаете, родители плохого своим детям никогда не пожелают. Хамидуллинские писаки, доказывая, что под понятием башкиры нужно понимать только этнос, доходят до того, что утверждают, что, видите ли, есть исторические источники 7 века нашей эры, в которых говорят о башкирах как этносе. Если башкиры представляли собой лишь сословие, почему их этноним упоминается в нарративных источниках, начиная с 7 века? Пойдем проверим исторические источники. Вот какую интересную запись оставил путешественник и монах-францисканец Гильем де Рубрук, побывавший в 13 веке на территории современного Башкортостана. Проехав 12 дней от Этилии, мы нашли большую реку, именуемую Ягак. Она течет с севера из земли Паскатир и впадает в вышеупомянутое море. Язык паскатир и венгров один и тот же. Это пастухи, не имеющие никакого города. Страна их соприкасается с запада с Великой Булгарией. Из этой земли паскатир вышли гуны, впоследствии венгры. Под башкирами здесь имеются в виду паскатиры. Правда, эти башкиры-паскатиры никакие не тюркоязычные. Они угры, то есть венгроязычные. А это, знаете ли, большая разница. Сегодняшние башкиры это все-таки тюркоязычные, значит, речь идет о совершенно двух разных народах. Угроязычность башкир застал также путешествовавший в 13 веке по территории современной Башкирии венгерский монах Юлиан. И знаете, в своей заметке он пишет, что смог спокойно на венгерском языке 13 века общаться с местным населением. Башкиры, увидев Юлиана и узнав, что он венгр, немало радовались его прибытию, водили его кругом по домам и селениям и старательно расспрашивали о короле и королевстве, братьев своих христиан. И все, что только он хотел изложить им и о вере, и о прочем, они весьма внимательно слушали, так как язык у них совершенно венгерский. Но хамидуллинские писаки не сдаются. Отняв у татар общетюркские рода и племена и присвоив их башкирам в рамках книги, вот что пишут они по поводу того, что якобы ни у волжских булгар, ни у казанских татар нет и не было никаких родов. Не менее абсурдна тенденция приписывания казанским татарам клановой номенклатуры башкирского народа – Бурджан, Юрматы, Мин, Гирей, Кыпчак и другие. Казанские татары формировались в новое и новейшее время на этнической основе
чувашей-мусульман, наследников Булгарского царства, как земледельческий народ с довольно высоким уровнем социальной дифференциации, то есть крестьянство, купечество, дворянство, мещанство. В таком обществе клановой структуры не могло быть по объективным причинам. Ну, по поводу упоминания мещанства, авторы книги в лужу сели. Не было в булгарском государстве никаких мещан. Сословие мещане Екатерина Великая оформит своей грамоты лишь в 1785 году. Такое ощущение, что текст книги «Башкирские рода» про Ильдяк набирал какой-то студент или, может быть, даже школьник-двоечник. А что по поводу племен у татар? Да были они у татар, об этом писал даже башкирский историк Раиль Гумерович Кузеев. Более того, род Кыпчаков или племя Кыпчаков Раиль Гумерович признавал общим предком как для татар, так и для башкир. В конце первого тысячелетия были заложены те особенности в языке и культуре будущих башкир и татар, которые предопределили в последующем чрезвычайную близость башкирского и татарского народов. Активное проникновение и участие в этногенезе обоих народов кипчакских племен закрепило эту общность. У башкирских этномиссионеров есть такая фишка – любыми правдами и неправдами доказывать, что до начала 20 века, до российских революций, не было не только никаких татар, но и не было никакого татарского языка. Вот поэтому хамидуллинские писаки нам сообщают, что, видите ли, в исторических документах о роде Ельдяк пишут на языке тюрки. В документах на языке тюрки фиксируются две формы написания этнонима Ельдяк – Яльтак и Яльдак. По нашему мнению, рассматриваемое родоплеменное наименование восходит к числу башкирских антропонимов, оканчивающихся на «дак», то есть «бюздак», «яльдак». Или вот еще забавная цитата. Общеизвестно, что в официальном обороте Московского царства и Российской империи за любым тюркоязычным документом, написанным арабской графикой, закрепилась атрибуция татарского письма. Эта традиция была продолжена русской исторической наукой XIX века и отчасти XX века, хотя научное сообщество уже прекрасно осознавало, что данная атрибуция всего лишь устойчивый стереотип сознания и литературный штамп, а потому уже давно устарела и не годится для употребления в качестве инструмента научного описания. Начнем с того, что татарский язык был в Российской империи. Вот, например, казанский переводчик XVIII века Сагит Хальфин, он был депутатом от Старой и Новой татарских слобод Казани в комиссии по созданию проекта нового уложения Екатерины Великой. И вот в 1778 году Сагит Хальфин издает азбука татарского языка. А что там по поводу осознавшего научного сообщества? Ссылки будут? Каким-то образом научное сообщество XIX-XX века осознавало свое неправильное использование определения татарский язык, татарское письмо. В общем, в книге один лишь бред и никаких аргументов. Сколько ученых XIX-XX века смогли опросить, интересно, бравые хамидуллинские малайлар с помощью машины времени? Теперь по поводу претензий хамидуллинцев считать Буздякский район и Буздяк башкирским. Все просто. Открываем книгу Ахмедзаки Валиди «История башкир» и читаем, что думал классик востоковедения и герой башкир Валиди про буздяк и буздяковцев. Ясачные татары представляли собой круг людей, которые длительное время и вместе с семьями служили в войсках. На сегодняшний день живущие около Уфы они заселяют деревни Буздяк, Каргалы, Ташлыгель, Ишанлыкель, Табалыкель и Калмыш. Немного отвлечемся и обратим внимание на очень забавный момент в книге. Хамидуллинцы хотели придать своей книге наукообразный вид. Они хотели, чтобы книгу воспринимали как некую академически строгую, а значит и правдивую литературу, как порождение науки. А что для этого они делают? Например, нашпиговывают книгу арабской графикой, когда речь заходит о названиях родов или прародителей родов. Но у хамидуллинцев нет знаний по арабской графике, поэтому заваливают они книгу словами, написанными
арабскими буквами, но написанными слева направо, а не справа налево, как это обычно было принято у татар и принято сейчас у арабов. Вот, например, обратите внимание на 17-ю страницу, как написано слово «кыпчакбей». Видимо, авторы текста книги совсем не знают арабскую графику. Я уж промолчу про так называемые ими типа как бы язык тюрки, который весь на арабской графике и который они пытаются воспевать и пропагандировать. Ну а теперь вернемся к более серьезным делам, а именно к откровенной подтасовке, которую совершают авторы книги. Хамидуллинцы фальсифицируют не только исторические источники, но и современные исторические исследования. Вот, например, они якобы цитируют книгу казанского историка Дамира Исхакова. Почитаем. Казанские ханы стали практиковать призыв на службу башкирских тарханов, которые получили вленное владение земли по реке Ик. Перечисляемые в русских источниках тарханы Казанского ханства, по мнению Исхакова, соответствуют служилым башкирам. В этой цитате хамидуллинцы ссылаются на книгу Исхакова «От средневековых татар к татарам нового времени», изданную в 1998 году. Ну что, давайте откроем указанную хамидуллинцами страницу книги Исхакова. Мы внимательно прочитали всю книгу, просмотрели ее, но Исхаков нигде в тексте не говорит слово «служилые башкиры». А теперь по поводу мнения Исхакова, что тарханы – это и есть башкиры. Этого мнения Дамира Мавлявича в его книге мы тоже не нашли. У него в книге есть только предположение. Вот цитата. А вот тарханы – это, скорее всего, служилая знать, феодальная верхушка башкирского этноса. Отсюда я заключаю, что в 1551 году потрясшая Никоновская летопись под тарханами подразумевала башкир. Как видите, Дамир Исхаков честно признается, что вывод свой делает из своего же предположения. Но башкирские авторы об этом нарочно умалчивают, вплетая имя авторитетного современного татарского историка в свое историческое фэнтези по башкирским родам. Мы в книге заметили кое-какие хитрые логические приемчики хамидуллинцев. Смотрите, вот как они цитируют грамоту, выданную темниковскому князю Иникею в 1539 году. Татары из тарханов и башкирцев и мажарянов, которые живут в Темниково, судить и ведать их по старине. Ну, вроде как все понятно. Но смотрите, какой бессовестный вывод сделали эти хамидуллинские шулеры. Как видно из текста, термин «татары» обозначал сословную, а не этническую категорию служилых людей, состоявших из рядовых башкир, башкирских тарханов и мажарян, то есть мишарей. Еще раз, смотрите, какая схема. В историческом источнике тарханы, башкирцы и мажаряне-мишари перечислены списком, через запятую практически. Тарханы – это и есть по определению сословие. Если даже следовать предположению Исхакова, что, возможно, тархан равен башкир, то получается, хамидуллинцы нам заявляют о каких-то башкирских башкирах? Да, это бред. И тархан, и башкир, и мишар – это сугубо сословные категории. И грамота князю Иникею, если переводить на современный язык, звучит так. Татары из купцов, мул и воинов. Но вывод хамидуллинцев таков, что купцы, мулы, воины работали татарами. Звучит дико смешно. Ладно, идем дальше. Хамидуллинские графоманы в книге начинают описывать события по взятию Казани в 1552 году войсками Ивана Грозного. Ребят понять можно. Им очень хочется написать, что во время этих событий в лесах от русских карательных войск бегали бравые башкирские воины. В подмогу себе они цитируют князя Андрея Курбского, который оставил нам обширные письменные источники по взятию Казани. Вот как Курбский описывает преследование русскими войсками убегающее воинство бусурманское. Аж за Уржум и Меж реку, за леса великие, оттуда ж до башкирского языка, и же по Каме реки вверх в Сибири притязается.
Хамидуллинские ребята делают из этой коротенькой цитаты Курбского просто феерический вывод. Читаем. Коль скоро разбитые отряды казанских войск отступили в Башкирию, следовательно, они состояли из башкир, пожелавших вернуться домой. В общем, объясняю. На самом деле Курбский в этой маленькой цитате имеет в виду карательный поход русских войск в 1552 году. Казань уже более 5 лет как находится во власти русской администрации. К этому времени, если верить башкирскому историческому мифу о добровольном вхождении в состав России в 1557 году, башкиры уже присягнули на верность Ивану Грозному. Какая еще может быть беготня с русскими войсками в верховьях реки Камы? И еще обратите внимание, как описывает Курбский направление отступления, типа как бы башкир, по реке Каме вверх. К слову, тут написано башкирский язык, это просто Курбский имеет в виду под словом язык понятие народ, живущий в верховьях Камы. То есть это современная территория Пермского края и севернее. Севернее, извините, но это совсем другая сторона, где сегодня обосновались потомки рода Ельдяк на северо-западе Башкирии. Где верховье Камы, а где река Белая, у которой проживают ельдяковцы. А теперь по поводу логики авторов. Раз бегут в Башкирию, значит башкиры. А давайте вспомним гражданскую войну 1920 года. Генерал Белой армии Врангель практически заперт Красной армией в Крыму. И в ноябре 1920 года начинается срочная эвакуация остатков Белой армии. Если следовать логике хамидуллинских писак, то получается, что Белая армия не состояла из русских, а она состояла из турков и греков. И так далее. Ведь именно туда убежали врангелевцы. И вообще, ни в одном историческом источнике вы не найдете упоминания, что какие-то башкиры в 1552 году участвовали в защите Казани от русских войск. Мне лично такие исторические источники неизвестны. А то, что башкиры упоминаются в Никоновской летописи, так это не событие завоевания Казани. Они там упоминаются в 1557 году. Ребята, если вы устали, поставьте видео на паузу, отвлекитесь немного. Впереди еще больше трешовых ляпов, которые мы нашли в книжке недоделанных историков-хамидуллинцев. В общем, нам они упорно рассказывают, что башкиры уже были этносом во время взятия Казани. Вот какой мы нашли интересный пассаж. Главной опорой казанского правительства были иностранцы – турки, крымцы, нагайцы, шибанцы, башкиры. Будучи, по сути дела, кондотьерами, они были всем обязаны хану и кормились за счет коренного населения, для которого свержение казанского правительства и установление московского было лишь смены одних эксплуататоров другими. Тут авторы явно выпендриваются, накручивают себе научную солидность, называя башкир умным словом кондотьеры. А что, солидно звучит? Только вот реальное значение этого слова кондотьеры – это руководители военных отрядов из иностранцев. То есть нам, авторы книги, хотят сказать, что башкиры руководили турками, крымскими татарами, нагайцами и шибанцами? То ли авторы не знают значения слова кондотьеры, то ли у них совсем уже фантастические фантазии. Переходим к тому, как авторы повествуют нам об исторических событиях уже 17 века. В книге описывается, как до середины 17 века ельдяковцы якобы предали русское государство и перешли на сторону сибирских царевичей, кучумовичей. Ельдяковцы служили кучумовичам до 1637 года, а в 1635 году ельдяковцы под руководством царевича Аблая и Тевкаля напали на небольшое местечко под Уфой. Правда, потом башкирский историк Азнабаев докажет, что на самом деле под Уфой состоялась битва не между силами русской администрации Уфы с одной стороны и с другой стороны ельдяковцами. Битва состоялась между русскими и ельдяковцами с одной стороны, а с другой стороны калмыками и сибирскими царевичами. И вот авторы книги, чтобы выставить ельдяковцев патриотами русского государства, пишут, как в 1633 году полковой глава Черников с ельдяковцами ходил громить калмыков.
Еще ранее, в 1633 году, полковой глава Черников с 1380 служилыми людьми и башкирами ходил освобождать от калмыков Катайскую волость. Ну что, нырнем опять в исторические источники. Посмотрим, как очевидцы событий 17 столетия на самом деле описывали этнический состав войск главы Черникова. Итак, перед нами отписка тюменского воевода Ивана Милюкова туринскому воеводе Лукьяну Полтьеву о походе уфимских служилых людей на калмыков и царевича Аблая. И Бердейка сказывал мне, приезжал к нему ясашный татарин Давлеметка Чауберев, и сказал он ему, и Бердейку, был де он Девлимаметко послан с Уфы с головой Иваном Черниковым на Аблу Ишимова и на калмыцких воровских воинских людей. А послано где было с Уфы ратных русских людей и татар 1380 человек. Как видите, в 17 веке русские воеводы четко видели татар. Причем это были верные русской уфимской администрации татары. И никакого упоминания о башкирах в историческом источнике, то есть в переписке двух русских воевод, нет. Более того, мы не обнаружили в реальных исторических источниках, чтобы там указывались ельдяковцы. Мол, это они с русскими воеводами громили непокорных сибирских царевичей и калмыков. Там лишь упоминание про татар. И все. Как вы видите, хамидуллинские авторы идут строго в русле этномародерства. Читают исторические источники, видят написанные там татары, вместо татар вписывают башкиры и дальше это выдают как за цитату исторического документа. При чтении тома о роде ельдяк я изрядно утомился, потому что находил на каждой странице грубые фальсификации и исторические ляпы авторов. У меня лично закралась мысль, а что если это просто такой том про ельдяк у Салавата Хамидуллина получился бракованным? Ну, подумаешь, бывает, ну не он же сам лично набивал текст книги. Может, это подряд отдали какому-нибудь голодному истфаковскому студенту-двоечнику. Тогда я взял в руки том, посвященный роду Елан. Открыл там страницу, где перечислены видные деятели этого рода, и в этом перечне личностей я увидел татарского поэта Назара Наджми. Ну а как же его самое сильное стихотворение, воспевающее татарский язык? Татар тілі. Туған жерің Иділ бойы. Әр тілінің бар туған елі. Туған жерің кебек назлы, жырдай мұңлы. Татар тілі. Ақ алжатқыш белеселер, үзіліп тұра қызлар билі. Қызлар кебек шат шырайлы, ашық езлі. Татар тілі. Халқың кебек ұңғанда сен, қызметтесің күні түні. Ир жігіттеріңдей дәртлі, ғайратлы сен, татар тілі. Фәннен сені айырса да ғасырларының афат желі. Ақсақалларыңдай ұлпат ақыллы сен, татар тілі. Ассалар да, кисселер де, өлмәдің сен, қалдың тірі. Шуқындырған шағында да шуқынмадың, татар тілі. Яндың да сен, туңдың да сен, нишләтмәді язмыш сені. Дүнияда көп нәрсә көрдің, ей мұқаддәс, Нухай тілі. Түрмелерге де яптылар, Жәлил білән бірге сені. Түрмелерде де келмешек болмады сен, татар тілі. Зиннанларыны ялып шықтың, ялқынланып шықтың кері. Хатта фашист тігірмәні тарталмады шында сені, ей сен батыр татар тілі. Табатланмас өткерлерің, ғасырларының яман шүрі. Табатлар сені ғасырлар, татар тілі, дуслық тілі. Да, очень сильное стихотворение, не правда ли? Теперь смотрите, поэт Назар Наджми воспевает татарский язык, считает себя татарином. Есть книга, которая его причисляет к роду Елан. В таком случае род Елан – это башкирский или татарский род? Мне кажется, тут даже задумываться не надо.
Просто послушайте еще раз стихотворение Назара Нажми, отмотайте назад и все поймете. Вывод только один. Все елановцы Башкортостана – это самые настоящие татары. Друзья, дуслар и пташляр, если вам понравился такой формат моего выпуска, где я взял одну конкретную тему и детально ее проанализировал, то подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и оставьте ваш комментарий. Так я смогу узнать ваше мнение, ваше отношение к материалу и в дальнейшем сделать еще больше интересных и крутых аналитических материалов.